Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы одновременно выходим на телевидении НВК «Саха» и радио «Тетим Саха Радиоте». Режиссеры программы Мария Новгородова и Николай Слепцов. Ведущая Елена Попова. Мы продолжаем цикл программ, который посвящен финансовой грамотности, теме, которая касается каждого из нас, от школьников до пенсионеров. И сегодня мы раскроем две очень важные и новые темы. Первая касается школьников, каким образом они могут реализовать свои идеи для развития своей школы. И вторая тема касается нового рубля, цифрового рубля. И в гостях у меня главные эксперты нашей страны и республики. Давайте перейдем к первой теме. Она касается школьного финансового инициативного бюджетирования. И у нас в гостях гость из Москвы, руководитель Центра инициативного бюджетирования Минфина Российской Федерации Вагин Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. С приездом. Спасибо. Ну что, вы главный эксперт инициативного бюджетирования. Расскажите, пожалуйста, что это такое, вот как раз о школьном инициативном бюджетировании? Ну, наверное, имеет смысл несколько слов вначале сказать. Действительно, что такое инициативное бюджетирование? Оно появилось в нашей стране 11 лет назад. Появился термин, собственно говоря, мы его придумали. В нашем центре он появился, все эти годы мы его развиваем. Это методология, которая позволяет гражданам решать проблемы, объединившись в проектные группы без создания юридического лица за счет средств бюджетной системы. И мы развиваем уже 11 лет эту методологию. Сегодня в ней участвует уже 80 субъектов Российской Федерации. Только за один год реализуется около 40 тысяч проектов по всей Российской Федерации. И Якутия также участвует в этом большом процессе с программой поддержки местных инициатив. Это самая известная практика инициативного бюджетирования уже на протяжении многих лет. Наряду с инициативным бюджетированием, которым занимаются взрослые, в последние годы очень активно стали развиваться новые направления инициативного бюджетирования, вовлечение школьников в принятие бюджетных решений о том, как можно что-то изменить внутри школы, на окружающей школы территории, а также студенческое инициативное бюджетирование. И мне отрадно, что Якутия участвует активно в этом процессе, и уже состоялось пилотирование студенческого инициативного бюджетирования в колледжах республики, а также молодежное инициативное бюджетирование. Все эти направления сегодня фактически в той или иной степени представлены в республике Саха-Якутия. Ну, как замечательно, то есть получается, есть и взрослая практика, и для студентов, и школьников. А вот чем отличается школьное инициативное бюджетирование от взрослых практик такого же направления? Это школьники, и требовать от них всего того, что могут делать взрослые в рамках ППМИ, мы считаем неправильно. И, в общем-то, очевидно совершенно, что они еще не знают очень многих вещей, которые нужно понимать и про устройство бюджетной системы Российской Федерации, и про проектную деятельность, и как реализовывать те или иные проекты. Поэтому очевидно, что это более простая практика. Она локализована внутри школ. То есть это действительно принятие школьниками решения о том, что нужно изменить внутри школ. И это часть образовательного процесса внутри школ, то есть часть учебного и воспитательного процесса. Мы очень активно и глубоко интегрированы в финансовую грамотность Российской Федерации в рамках стратегии развития финансовой грамотности до 30 года, которая подписана министром финансов Российской Федерации и главой Центрального банка. Есть отдельный 5-й раздел, посвященный мероприятиям инициативного бюджетирования, и многие наши серьезные мероприятия в рамках этого плана реализуются. То есть ребята на практике могут понять, как работают деньги, каким образом реализуются разные проекты, потому что они все стоят денег.
Вы совершенно правы. Действительно, инициативное бюджетирование – это практикоориентированная деятельность, которая предполагает возможность школьникам впервые увидеть о том, а как, собственно говоря, появляются проекты. И вы представьте, как школьникам вот еще в юном возрасте повезло, когда они свою идею, которая пришла им в голову, могут реализовать за счет средств бюджетной системы и увидеть свой проект реализованным. Вот вы подумайте, как много взрослых может похвастаться тем, что они делали какой-то проект, который они придумали и сделали вместе там, с инициативной группой. И, конечно, это воспитывает очень много очень важных компетенций. Мы говорим о функциональной грамотности школьников, то есть это и проектная деятельность, и работа с компьютером, и составление документов, много-много чего другого. Однако мы не забываем о том, что школьное инициативное бюджетирование – это для школьников, поэтому процедуры адаптированы для понимания школьниками, с тем, чтобы действительно это не было вот таким потолком, через который там не могут перебраться в силу отсутствия компетенций большинства школьников. Ну и правильно ли я понимаю, что для взрослой практики взрослый участвует в финансировании, а здесь школьники точно не участвуют, и бюджетирование полностью предоставляется? Да, вы абсолютно правы. Мы приняли такое решение с самого начала, когда стали заниматься школьным инициативным бюджетированием, что в нем не участвуют деньги родителей, то есть здесь нет дополнительных платежей никаких, и это принципиальная наша позиция. Вот, однако сегодня начинают появляться проекты, когда представители бизнеса, да, вот, причем это даже не родители учеников школы, начинают помогать такого рода проекты, и мы знаем в целом ряде городов, вот у нас не так давно был такой кейс в одной из школ Ханты-Мансийского автономного округа, в 7-й школе города Когалыма, которая стала первой академией школьного инициативного бюджетирования, о чем мы еще чуть дальше поговорим. Значит, один из предпринимателей, который увидел проект школьников, решил поддержать этот проект и помог, значит, материалами, помог с организацией работы. И это был действительно очень и очень важный вклад. Однако пока это скорее такое единичное явление, и мы на этом не настаиваем, понимаем, что к этому должны созреть и взрослые, и в том числе и предприниматели, которые могут обратить на это внимание. Ну, я так думаю, это все-таки новое начинание, но имеет какой-то исток. Какая история создания, когда впервые появились такие в мире, такие бюджетные бюджетирование инициативное? Школьников стали вовлекать в проекты партисипаторного бюджетирования, так они называются во всем мире. И инициативное бюджетирование – это страновая версия инициативного бюджетирования, она появилась в партисипаторное бюджетирование, я имею в виду, в 1989 году в Бразилии, в городе Порту-Алегре, и первоначально именно в Латинской Америке было местом концентрации большинства проектов. Однако сейчас это все распространилось уже по всему миру. Очень интересные, к слову сказать, есть практики в странах БРИКС. Вот мы с коллегами достаточно плотно взаимодействуем, с коллегами из Бразилии, Индии, Китая, и у нас существует такая сеть исследовательских центров, которая, значит, была создана в этом году. И вот мы сделали специальный анализ того, а где же действительно это все появилось в начале. И первое упоминание об участии школьников в партисипаторном бюджетировании мы обнаружили в 2006-2007 году во Франции, в регионе Пуату-Шарант, по-моему, значит, в то время, когда его губернатором была Сигален Руаяль, такая очень известная женщина, она была кандидатом в президенты Франции, и вот именно при ней государство, значит, стало выделять деньги в этом регионе, до 3% от бюджета школы, к слову сказать, это занимало. Школьники начали очень интересные проекты создавать, не только инфраструктурные, но и событийные. Но один из, наверное, самых такой запомнившийся для меня проектов был то, что мы во Франции обнаружили. Это был проект создания такого общежития для школьников в одной из школ, куда часто приезжали школьники на экскурсии из других регионов. И, значит, останавливались в школе, это было не очень удобно, и школьники решили, что вот надо сделать что-то типа хостела, общежития при школе, чтобы другие школьники могли приезжать к ним чаще, потому что это действительно туристический и известный исторический
исторический регион. Ну, то есть впервые возникла идея, а затем уже решение этой вопроса. Скажем. Много стран экспериментируют со школьным инициативным бюджетированием сейчас. Мы знаем такие попытки в Чехии, мы знаем много в Португалии. И в Португалии даже такая общенациональная практика была вовлечения школьников в эти проекты. А в Латинской Америке очень много кейсов. Но пока вот никто еще не попробовал обобщить опыт во всем мире. Попытки робкие сейчас уже такие происходят. И в этом смысле, конечно, наша школьная инициативное бюджетирование, хоть ему еще, значит, ну вот можно сказать, что ему началось оно еще с 18 года, но на самом деле все-таки вот активный такой запуск его произошел в 2021 году. И, в общем-то, 5 лет будет в следующем году только школьному инициативному бюджетированию, его активному развитию в Российской Федерации. Но и мы, пожалуй, активнее, чем все страны сегодня развиваем эту практику. Но вы уже сказали, что все субъекты сейчас участвуют, нет, или есть нет. активные участники? Это во взрослом инициативном бюджетировании участвует 80 субъектов Федерации из 89, а в школьном инициативном бюджетировании, по данным нашего мониторинга, который мы каждый год делаем по заказу Министерства финансов, 28 субъектов Федерации участвовало в школьном инициативном бюджетировании. Уверены, что в этом году их будет больше, потому что мы видим огромный получается, интерес. Это совершенно начало нового движения, скажем так, да? А вот давайте скажите суть вот этого бюджетного инициатирования, перечислим, для чего все это делается? Первое и главное, школьники, точно так же, как и взрослые, значит, имеют целый ряд идей, которые бы они хотели реализовать. Очень часто эти идеи вырастают из той проблемы, которую школьники видят у себя в школе. И, пожалуй, самая такая вот острая тема, которая чаще всего возникает в проектах школьного инициативного бюджетирования, это создание разного рода зон комфорта. Школьникам современная школа кажется неуютной, некомфортной. И у нас было даже исследование, которое мы делали в нескольких субъектах Федерации, о том, значит, а как вообще, с чем сегодняшнюю школу ассоциируют школьники. И там есть очень тревожные, на самом деле, ответы, но вот среди участников школьного инициативного бюджетирования больше тех, кто относится к школе как к дому и как к месту работы. Да, это достаточно позитивная связка. Среди тех, кто не участвует в школьном инициативном бюджетировании, много тех, кто, в общем, абсолютно равнодушен к школе. И мы даем возможность школьникам вот ту идею, которая у них появилась об изменениях школьной среды, осуществлении разного рода проектов инфраструктурных и событийных, даем им возможность создать инициативную группу. Эта инициативная группа создает проект, презентует его, а после этого на общешкольном голосовании школьники выбирают. Да, сама школа решает, младшие школы участвуют в голосовании или только старшие, но в любом случае принимается решение о голосовании, и по итогам этого голосования появляются те проекты, которые в разных регионах это по-разному, в некоторых регионах это идет на конкурс в субъекты федерации, в некоторых без этого конкурса обходится школа, просто сразу получает деньги на то, чтобы реализовать проекты, или даже реализует их за свой собственный счет, и таких проектов тоже очень много. И появляются самые разные проекты. Да, на первом месте до сих пор, когда только начинаются проекты школьного инициативного бюджетирования, стоят проекты лаунж-зон, коворкинговых зон, изменения радиорубок, превращение их в медиацентры в современные. Школьники хотят быть блогерами, хотят записывать разного рода там, рилсы, им нужно для этого оборудование, им нужно для этого студии специальные. И вот это, наверное, сегодня одни из самых распространенных. О какой сумме идет речь? На какую сумму может реализоваться вот, проект ребят? Есть ли регламентированная сумма или любая сумма идет? Мы не регламентируем эту сумму и никогда ее и не будем сверху спускать, потому что это решение на самом деле субъекта федерации, решение муниципалитета. И, в общем-то, даже школа сама может делать одна, если у нее нет поддержки ни федерального, ни субъектового, ни муниципального бюджета, за счет своих собственных средств это делать. И нам на самом деле не важна стоимость проекта. Более того, мы видим очень тревожную тенденцию, чем больше стоимость
стоимость проекта, тем больше там участие взрослых. Да, участие директоров, которые начинают направлять школьников, на что им нужно обратить внимание, какие проекты надо выдвигать. Вот мы этого не хотим и очень боимся этого. Поэтому нас абсолютно устраивает тот вариант, что школьники делают проекты стоимостью там, до 50 тысяч рублей. Да, ведь потому что у школьника есть свой потолок представления о том, на что они могут потратить. Да, и мы видим сегодня, что даже у старшеклассников сегодня редко есть представление о том, а что они могут сделать на сумму большую, чем 10 тысяч рублей. Да, у них просто такого опыта не было. Да, в голове не укладывается у многих детей. Совершенно да, это верно. понятно, практики нету, да. И вот когда у них появляется впервые такая возможность, да, это, безусловно, первый шажок к реальности, первый шажок к тому, чтобы видеть на самом деле, как устроена взрослая жизнь, как устроены серьезные финансы страны в том числе. Да. А каким образом школьники могут узнать об этом? Их информирует администрация школы? Ну, чаще всего все-таки, если говорить вот про республику Саха-Якутию, здесь решение об запуске школьного инициативного бюджетирования осуществлялось на уровне субъекта федерации. Основным инициатором осуществления школьного инициативного бюджетирования выступило Министерство финансов, и принято решение в начале о пилотировании. На протяжении 2 лет в нескольких районах республики было пилотирование школьного инициативного бюджетирования. С 2025 года уже на всю республику распространилось школьное инициативное бюджетирование, была выделена определенная сумма в бюджете, и, соответственно, значит, районы получили, значит, уже сейчас деньги, реализуют эти проекты. Пока не все участвуют, естественно, школы, пока не все об этом знают. Но, в общем-то, проводится достаточно большая информационная кампания с тем, чтобы рассказать всем школам, показать преимущества того, что дает школьное инициативное бюджетирование. Но это такой нормальный процесс, когда постепенно информация распространяется все шире и среди школьников, и среди педагогов, директоров школ о том, что они могут в этом участвовать. Ну, да. А вот каким образом вы оцениваете опыт республики сейчас в применении вот этой практики? Я так поняла, что мы недавно начали это, и какой уже опыт имеется? Уже достаточно интересный и серьезный опыт накоплен. Я вам более того могу сказать, в этом году республика представила на всероссийский конкурс, который проводит Агентство стратегических инициатив, «Сильные идеи для нового времени», проект школьного инициативного бюджетирования, и он получил поддержку, этот проект. Появилось указание президента о том, что он согласен, что нужно поддержать 10 лучших проектов, а проект из Якутии вошел в десятку этих лучших проектов. После этого началась очень серьезная работа на уровне Министерства финансов, правительства, и сейчас готовится распоряжение о том, чтобы опыт республики Саха-Якутия был тиражирован и в других субъектах федерации, и мне очень приятно, что на самом деле большая уже теперь многолетняя работа получила такую поддержку, и я уверен о том, что это большая и хорошая поддержка и для других субъектов федерации. Спасибо большое. А вот вы приехали на, я знаю, республиканский фестиваль лучших проектов школьного инициативного бюджетирования. Немного расскажите, пожалуйста. У нас есть минута. Это прекрасная идея, которая появилась 3 года назад, и это уже 3-й фестиваль лучших проектов, и мы вообще очень хотели бы, чтобы появился всероссийский фестиваль лучших проектов инициативного бюджетирования. В этом смысле фестиваль, который проходит в Якутске, он действительно очень хороший пример и для других субъектов, и вообще в целом дальнейшего развития этого. Отобраны лучшие проекты, уже реализованных школьных проектов. Завтра мы их увидим. И это замечательное мероприятие, потому что оно проходит очень интересно. Ребята действительно с огромным воодушевлением рассказывают о своих проектах, о том, как они их делали, как они видят себе дальнейшее развитие этих проектов. Это действительно очень хорошая, приятная традиция. Уверен о том, что она укоренится надолго и станет частью большой серьезной работы по развитию школьного инициативного бюджетирования. Да, спасибо большое, Владимир Владимирович. Очень важный разговор состоялся. Вы стоите у истоков этого большого движения, когда школьники смогут уже начать использовать финансы уже во время школы, во время обучения. Это не только обучение, но еще
уже, как говорится, улучшение, возможность влиять на улучшение своего развития, своей школы, своей страны. И школа уже воспитывает тогда граждан России, которые смогут быть грамотными и ответственными. Да, Да. это действительно так. Ну, а у нас скоро сейчас реклама. Не переключайтесь, потому что сразу после рекламы мы поговорим о новом явлении, это цифровом рубле. И мы снова в эфире, и у нас сейчас одна важная тема. И в студии гость Антон Анатольевич Коноплев, управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. Что же это такое цифровой рубль? Расскажите, пожалуйста. Ну, цифровой рубль – это третья форма нашей национальной валюты. Мы знаем наличный рубль, мы знаем безналичный рубль. И вот цифровой рубль – это третья форма, это современная форма нашей национальной валюты. Он задуман как средство платежей и перевода. Поэтому открыть вклад в цифровом рубле нельзя, невозможно будет. И также получать проценты по этому вкладу тоже невозможно. То есть это исключительно средство для осуществления расчетов, если вот кратко сказать. А вот наши карты наличные, они останутся? Карты – это безналичные рубли, а наличные – это наличные рубли. Да, они останутся, они будут равны между собой, и наличный рубль, и безналичный рубль, и цифровой рубль, они будут совершенно равны, равнозначны, и будут иметь одинаковую стоимость – 1 рубль. А какая выгода для обычного человека пользоваться цифровым рублем? Ну, в первую очередь, это, наверное, удобство, это современно, да. Как можно будет пользоваться цифровым рублем? То есть будет открываться кошелек на платформе Банка России. То есть у каждого гражданина, по его желанию в первую очередь, будет открываться кошелек, на который он может через стандартное приложение банка перевести часть своих средств в этот кошелек. После чего осуществить расчеты с другими гражданами или в оплату за полученные товары и услуги. Расчеты переводы между гражданами для граждан будут бесплатно, они планируются остаться бесплатными на постоянной основе. Для расчетов в пользу юридических лиц за полученные товары и услуги, будет взиматься комиссия. Эта комиссия будет составлять 0,3% от платежа, но взиматься будет от получателя средств, и это, как видно, в несколько раз меньше, чем стоимость эквайринга на сегодняшний день. То есть мы считаем, что это еще и выгодно. Поэтому для граждан это будет в первую очередь удобство, это скорость перевода, то есть это будет осуществляться в пределах одной платформы. Это не будет зависеть от ограничений банков на объемы переводов, не будет комиссии, опять же, то есть это для граждан бесплатно, и выгода для предпринимателей. То есть, я так поняла, это скорость, да. Платежей и возможность пользоваться круглосуточно. Да, платформа предполагает круглосуточную работу, и можно будет осуществлять переводы и расчеты, круглосуточно. Спасибо. А вот все-таки зрителям важно знать, каким именно образом можно взаимодействовать с этим. Да? Вот процесс оплаты. Немножко расскажите, пожалуйста, каким образом я иду в магазин и использую вот эту карту. Да, на сегодняшний день выбран способ максимально знакомый человеку. То есть те, кто пользуется безналичными платежами, у всех в телефонах есть банковское приложение. Так вот в этом банковском приложении будет отдельный, выделено, что сделать перевод в цифровом рубле. То есть вы приходите в магазин, вот обычная ситуация, там набрали товар, вам нужно рассчитаться. У магазина есть QR-код, вы из банковского приложения наводите на QR-код и говорите «оплатить цифровым рублем», и осуществляется оплата цифровым рублем.
Но здесь какое требование нужно выполнить, да? Кошелек предварительно надо пополнить. Понятно. Вот, да. А вот интересно, я вчера приехала из района, и не всегда есть интернет. А если нету интернета? Если нету интернета, ну, к сожалению, сейчас осуществить платеж невозможно будет, да. Но мы все безналичные расчеты, вот нам нужна какая-то связь, поэтому здесь мы зависим от интернета. Вот цифровой рубль чем еще характерен? В разработке находится технология, которая позволит осуществлять взаиморасчеты без наличия канала связи. Ну, эта технология пока в разработке. Она у нас в перспективе. Понятно. А вот все-таки пользование деньгами усложняется. А я пока готовилась к теме, вспомнила о наших пожилых, которые, сложно им пользоваться телефоном, кое-как научились, а теперь вот управлять. Что для этого у вас предусмотрено? Вот смотрите, то есть если человек освоил смартфон и может осуществить безналичную оплату через телефон, то никаких проблем у него не должно быть, и в том числе оплатой цифровым рублем. Здесь, все примерно точно так же. Здесь отдельная позиция в приложении Банка России, цифровой рубль, такой-то остаток. Можно осуществить перевод. Спасибо. Но самое чувствительное, значит, то, что люди страшно пользоваться чем-то новым. А вот можно ли сказать, что за нами будет осуществляться какая-то слежка с помощью цифрового рубля? Что-то вот в этом роде. Вот смотрите, всегда действительно новое, оно не сразу иногда заходит, да, вот люди опасаются чего-то, но здесь можно сказать следующее, что мы, осуществляя безналичные расчеты, пользуясь карточкой, да, сведения о переводах уже никого не пугают. Здесь в отношении цифрового рубля будет использоваться не больше информации, чем при безналичных расчетах. Поэтому говорить о том, что какая-то специальная слежка будет, это все миф, это специально нагнетается для того, чтобы вынудить человека на какие-то ошибочные действия, а потом его обмануть. Это в первую очередь выгодно мошенникам. Да? То есть существует такое понятие, как банковская тайна. Операции, которые осуществляются с вашим счетом, с вашим кошельком, они точно так защищены, они не подлежат разглашению, распространению в свободном виде и так далее. Поэтому здесь совершенно точно можно сказать, что дополнительных каких-то сведений о ваших операциях куда-то на сторону уходить не будет. И никакой слежки никто не планирует организовывать. А вот что касается мошенников, защищен ли наш кошелек цифровой от мошенников, от взломов? Да, Банк России, являясь мегарегулятором, находится на переднем крае борьбы с мошенниками, использует самые современные технологии, подходы, взаимодействует со всеми федеральными структурами, которые так или иначе участвуют в выработке требований информационной безопасности. Все эти требования аккумулируются Банком России, и они предъявляются кредитным организациям. И, конечно же, Банк России применяет эти требования к себе в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день защита, организованная на платформе цифрового рубля, максимально возможна из известных, из имеющихся средств. Все-таки есть имеющиеся программные средства, технические средства. Это все применяется. Поэтому здесь построен максимальный уровень защищенности. Но всегда существует но. Да? Иногда человек сам отдает ключ от двери в самой неприступной стене, да, и мошенник заходит через открытую дверь. И здесь вопросы цифровой гигиены, они точно такие же актуальные, как и в любых других случаях. Поэтому гражданину, пользуясь цифровым рублем, не надо забывать о элементарных мерах безопасности, не следует переводить по каким-то кодам, по каким-то обращениям. И когда я начал говорить, что
что мошенники этим пользуются. Да? Сейчас вот отмечаются случаи, когда людей пугают, что будет вводиться цифровой рубль, надо вот вам написать заявление, вот мы вас сейчас поставим в очередь, просят какой-то код, после чего осуществляют мошеннические действия с существующими счетами, никак не относящихся к кошелькам цифрового рубля. Поэтому люди вот должны четко понимать, что если они никому не сообщали свои персональные данные, если они не сообщали никаких сведений, раскрывающих там доступ к их счетам, то надежность будет обеспечена со стороны государства, а Центральный банк — это государственный орган, и платформа, реализованная на его как бы вот на его площадке, да, его силами, это как раз вот государство максимально заинтересовано в этом. А вот что касается государственных органов, допустим, судебных приставов, а могут ли они взыскать с кошелька цифрового рубля, сделать судебное взыскание? Да, они могут взыскать. Это в законодательство соответствующие изменения внесены, и это попадает вот в поле зрения судебного пристава. Но они будут взыскиваться там после того, как обычные счета в банке открытые, да, после этого после того, как судебный пристав с ними отработал, после этого он будет обращать внимание свои на кошельки цифрового рубля. Да, он будет обращать на них внимание. Вот интересно, тогда банки у нас остаются все-таки, или вообще какая-то роль у них сохраняется? Да, банки остаются. Как я сказал, что, например, вот открыть вклад в цифровом рубле невозможно, получить кредит в цифровом рубле невозможно. Это средство исключительно для расчетов, максимально упрощающее процедуру взаимодействия и расчетов. А вот открыть вклад, накапливать деньги по-прежнему можно в кредитной организации, и кредитные организации, они остаются полноправными участниками этого процесса, они остаются, будут работать, и население может точно так же работать и с ними, да, вот осуществляя безналичные платежи, получая наличность, внося наличность, это все будут делать кредитные организации. Угу. А почему нельзя вообще открыть вклад и взять кредиты? Потому что по задумке цифровой рубль задуман как средство расчетов. Вот поэтому. Может быть, когда-нибудь в отдаленной перспективе будет когда мы все перейдем на цифровой рубль, вот, может быть, тогда. Когда все начнется, какие сроки есть? Сразу ли мы переходим или есть какие-то переходные моменты? На сегодняшний день ведется промышленная эксплуатация просто в ограниченном круге. В сентябре 2026 года наступает первое обязательство для крупных компаний с оборотом 120 миллионов рублей и больше. Они обязаны будут начать принимать цифровой рубль. В 2027 году этот порог снижается до 30 миллионов, а в 2027, да, и в 2028 он еще снижается. То есть вот примерно трехступенчатый. Это примерно по аналогии, как внедрялась карта МИР. Вот были те же самые опасения, да, а что карта МИР, она хуже, она ненадежна, она это. Но когда она внедрилась, и сейчас мы используем карту МИР, мне кажется, в приоритетном порядке она у всех, и мы даже не замечаем, как это все работает. Это удобно, быстро, надежно. Вот. И то же самое будет с цифровым рублем, я уверен. К новому мы все-таки привыкаем, да. А цифровой рубль, он действует только для физических лиц? Или для юридических лиц тоже в перспективе, или уже сразу? Тоже. Он одновременно, вот сейчас, когда идет внедрение, да, оно идет, может быть, не очень масштабно, да, но на сегодняшний день 21 кредитная организация подключена несколько десятков юридических лиц и несколько десятков физических лиц. Они осуществляют расчеты, мы смотрим, как это все работает, потому что возникает вопрос, а как сделать это, как сделать то. То есть это все закладывается, оптимизируется. Но вот я же сказал, что можно осуществить переводы в пользу физического лица, и можно осуществить оплату за приобретенные товары и услуги в пользу юридического лица. Это вот как раз вот та самая ситуация. Юридические лица между собой тоже могут осуществлять расчеты. Вот. И я уже там называл процент, 0,3% перевод в пользу юридического лица, но если мы оплачиваем коммунальные платежи, 0,2%, то есть еще меньше. Да? Но для юридических лиц там отдельные условия.
там фиксированная стоимость за один перевод в цифровом рубле. Ну, вот, поэтому, но здесь хотел бы подчеркнуть, что Банк России вот 21 ноября принял решение о продлении бесплатного периода до конца 2026 года. Да, то есть мы бесплатного использования? Да, бесплатного использования цифрового рубля. Мы вроде как с 1 января должны были уже тарифы вступить в действие, но вот было принято решение и было продлено до 1 января 2027 года. Поэтому можно открыть, попробовать и убедиться. Еще такой вопрос. Вот есть у нас криптовалюта, да, да, другие есть, деньги, и цифровой рубль, да, вот они отличаются или это одного рода деньги? Криптовалюты — это не деньги, в первую очередь, да, то есть цифровой рубль выпускает Центральный банк Российской Федерации, да, вот цифровой рубль. Он отвечает за него, и он всегда равен наличному рублю и всегда равен безналичному рублю. Криптовалюта — это необеспеченное ничем обязательство, непонятный эмитент этого продукта, да, и курс криптовалют, как известно, меняется. Вот существует курс криптовалюты, да, он измеряется в каких-то там валютах. Вот цифровой рубль — это просто другая форма. То есть... Понятно. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вот как управляющий банком, отделением Банка России, как вы считаете, как изменится наша финансовая система за 5-7 лет? Потому что он меняется очень быстро. Вот, и какой ваш взгляд на это? Хороший вопрос такой, да, здесь можно порассуждать, как это все изменится. Вот, Банк России со своей стороны старается сделать финансовый рынок максимально прозрачным, максимально дружественным и защищенным одновременно, да, чтобы человек, который пришел на финансовый рынок, гарантированно не мог потерять свои деньги в результате каких-либо там мошеннических действий. Но при этом, конечно, риски, которые присущи вообще финансовому рынку, они существуют. Это вот касается, например, там, рынка ценных бумаг, да, то есть там позиция эмитента, она может меняться там вверх, вниз, он может быть дороже, дешевле. Вот. В то же время, вот если мы сегодня говорим про цифровой рубль, это вот расчеты, это взаимодействие, да, то здесь вот мы прикладываем максимальные усилия, чтобы сделать это простым, понятным, безопасным, да, и гарантированным вот с точки зрения осуществления расчетов. Вот на сегодняшний день уже мало, наверное, кто помнит, как раньше осуществляли расчеты между банками, как это было долго, да, как это вот приходилось выяснять, где твой платеж, что сейчас это все очень быстро. Мы в магазине рассчитываемся, и продавец получает наши деньги. А это же, вот если вдуматься, какую цепочку проходит платеж в это время, это просто фантастика. Ну что, спасибо большое, Антон Анатольевич. Вы осветили вот эту тему новую. А теперь мы видим, что, в принципе, цифровой рубль нужен только для расчетов платежей, и он вполне безопасен. И будем надеяться, что мы уже скоро будем пользоваться этим инструментом. Дорогие гости, дорогие радиослушатели и телезрители, мы уже прощаемся.